вторая часть нашего интервью у Ивана Ивановича Чучаева, который вошел в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии, закончили на том, что у каждого вуза должна быть история развития. Не только вуза, любой организации, неважно. У любой организации должна быть своя история. И вот в этой истории должны на самом деле все эти моменты отражаться. Вот, так сказать, вот берем математический факультет, вот 32-й год. Вот такие-то люди поступили, те-то их учили. Так сказать, следующий год берем. Те-то поступили, эти их учили. Перестало быть такого. Мы в следующем году не находим этого человека. Или, так сказать, студент этого, неважно, преподаватель, студент. Многие ведь студенты еще пострадали в это время. Вот да. Почему? Что с ним? Заболел он. Так сказать, что с ним случилось? Вот только тогда на самом деле, когда мы... А это на самом деле служит следующим. Не только как бы вот, позволяет организации, так сказать, как бы... Это еще, я еще раз повторяю, это некие точки, которые позволяют задумываться. Вот этот поступок я сегодняшний, так сказать, руководитель, сегодняшний преподаватель, сегодняшний студент, я могу этот поступок совершить или нет? Или сравнить с теми поступками? Ведь на самом деле, как бы наш внутренний мир, там, я имею в виду не материальный, а вот, так сказать, духовная жизнь, мало что изменилось, так сказать, если брать, там, мы также, так сказать, влюбляемся, также разлюбляемся, также нам нравится. Да, очень медленно меняется мировоззрение не так быстро меняется. Поэтому вот эти еще, так сказать, эти на самом деле очень вещи важные. Поэтому каждый, так сказать, вот дело не только в репрессированных и прочее, просто история. Вот у этих состоялась жизнь, так сказать, состоялась научная карьера, как мы сегодня говорим. Они реализовали себя, а этот не реализовал себя. Почему? Что помешало ему не реализовать себя? Может быть, репрессии или больше неудачная любовь. Угу. Вот история должна быть какая-то. История должна быть живых людей, живущих там. Их, естественно, понимаете, мы на самом деле как бы многое, может быть, я сейчас крамолу скажу, многое с каких-то непонятных позиций оцениваем. Деятелей, так сказать, там, науки, там, искусства, там, литературы, там, музыки и так далее. Мы оцениваем не сколько, когда мы их начинаем оценивать как личности, мы их не сколько личности оцениваем, сколько их творчество. Это сложная мысль. А что сложная мысль? Вот, пожалуйста, Пушкин. Так сказать, мы его как оцениваем? Как живущего в то время человека и, так сказать, поэта. Поэт он великий. Но с ним рядом очень трудно было жить. Да. Особенно женщинам. Да и не только, и мужчинам тоже. Поэтому дело в том, что как бы я много интересовался, так сказать, может быть, еще раз повторяю, может быть, мое субъективное мнение. Он же все считал себя, как бы, как сказать-то лучше, стеснительным человеком, Пушкин. И он многое, как бы, вот его многие поступки в обществе, как бы, объяснялись тем, что он желал освобождаться от стеснительности. Вот он поступал так, чтобы не вот свою как бы эту стеснительность закрыть, скрыть. Угу. Поэтому иногда получалось, так сказать, не совсем то, что нужно. Это да, то есть творчество неотрывно от личности, развития личности. Но мы должны творчество и личность, особенно вот в таких, так сказать, вот исторических, так сказать, вот нет, вот мы как бы вот к репрессиям приходим, так сказать, вот мы должны оценивать то время не только, так сказать, с их творчеством ученых там и прочее, а что, так сказать, атмосфера сама, его личностные качества, что с ним было тяжело, так сказать, тяжело с ним было, хорошо с ним было и так далее. Вот возьмем Бахтина, возьмите, величайший ученый,
Сколько учеников он оставил в республике? А жил ведь долго. Насколько мне известно, только одна была у него, так сказать, кандидат наук защитился, больше, по-моему, нет. Но я, может быть, так сказать, я не филолог, может, тут ошибаюсь. Конечно, его вклад как личности, как теоретика, так сказать, как исследователя, так сказать, огромнейшее. Но вот с точки зрения, как бы вот, наследства для республики, да? Республики, я не знаю. Минимально, да. Не сказать нельзя минимально. Относительно влияния на мировое. Влияние на мировую, так сказать. Вот если это, так сказать, ну и тоже, так сказать, а в то же время, например, того же самого, еще раз повторяю, Жавитина с Хладовниковой, может быть, они не такие известные биологи, не такие крупные биологи, но вклад в развитие биологической науки в Мордовии у них просто громаднейший. Не сравним с Бухтиным. По поводу Ржавицына еще известен, у нас сейчас заповедник Мордовия лидирует во всероссийских рейтингах, а ведь он был организован Илларионом Сибиряком, я его биографию даже в процессе экранизации ее, а мы его не знаем, а его дело живет. Следующее наше пожелание в развитии вашей темы – это в том, что продолжалось открытие архивов для того, чтобы профессиональные историки и родственники репрессированных знали правду об этом всем. И вот это в развитии вашей темы, чтобы знать это непрерывное развитие и науки, и педагогического процесса, мы должны знать все архивные материалы, чтобы в точности... Нет, вот именно нет. Вот в этом-то, так сказать, сложность, мне кажется. Я не знаю, я, так сказать, ну, вроде бы говорят, эти архивы сейчас открыты. Я, честно говоря, не знаю, так сказать, тут я профан, но они должны быть открыты. Временной промежуток уже, так сказать, необходимый прошел, чтобы, ну, я не знаю, чтобы что-то сейчас представляло там государственную тайну. Я не могу себе представить, чтобы люди, которые, ну, как бы, извините меня, жили там 80-100 лет тому назад, так сказать, чтобы они в регионе занимались разными науками, носили какие-то, так сказать, государственные секреты. И вот следующее наше пожелание в том, чтобы было обнародовано географически точное месторасположение всех мест массовых захоронений. У нас их, как и во многих регионах, было наверняка десятки, а найдено, можно сказать, случайно только 2 в Эрмаданском районе, в районе Чуфаровского Свято-Троицкого монастыря, и 2005 год, и 2004 год, за год до этого, на юго-западе у Богоявленских родников, тоже еле-еле, там прокурор Тимошкин, ученый Абрамов, поисковик Кручинкин вместе еле-еле по всему городу обнаружили это место, хотя в Саранске известно точно, что есть несколько мест. Ну, я думаю, что на самом деле в архивах это должно быть указано. Ну, это просто надо. Тут ведь еще... Тоже тайны нет здесь государственной. Тут еще ведь, так сказать, это самое. Для этого должны найтись как бы люди, которые как бы должны этим делом заниматься. Я что-то в последнее время, так сказать, вот этот человек должен, вот люди профессионально должны этим заниматься, профессиональные историки заниматься должны этим. Вот относительно профессионализма у нас становится все как бы хуже, вот в чем дело. Поэтому нет, но этим делом обязательно нужно. А, так сказать, я не вижу смысла, то есть, почему эти, так сказать, факты должны, почему эти места, так сказать, не должны быть закрыты. Но на самом деле, чем больше мы знаем и как положительных моментов, и как отрицательных моментов истории развития, тем мы богаче, тем мы более защищены. Да. Мы предупреждены, значит, уже вооружены. Вот в чем дело. Потому что история, она для того существует, чтобы мы не повторяли будущих ошибок. Поэтому ее... Говорят, история ничему не учит, но вот как, так сказать, но все равно это некие, как бы, вот столбушки, которые являются, ну, как бы, ну, точками отсчета, что ли, так сказать. Вот это есть хорошо, это не есть хорошо. Но для этого, так сказать, они не нужны. Вот еще раз повторяю, вот если бы, может, вот, мне кажется, если бы вот в истории в свое время, каждый раз, так сказать, там элита отвечала бы на вопрос, это хорошо, а это плохо, пусть за то, что произошло за 150 лет. Вот мы сейчас считаем историю, так сказать, и прочее. Но до сих пор ведь вот у нас оценок на самом деле нравственных нет. Мы можем оценивать с точки зрения там,
ну, как бы реализации проекта, так сказать, реализован этот проект, не реализован этот проект, хорошо реализован, плохо. А вот человеческих, духовных таких оценок я не Потому что эта история случайно. случилась с нашим обществом, а наше общество не изменилось. И значит, это повторится, если мы не начнем каждый из нас давать оценки. Нет, ну я не скажу, что наше общество не изменилось. Нет, Наше общество изменилось. Но это наше общество совершало эти ошибки. Мы должны, это общество совершало это. Да. Мы должны не только как бы покаяться, так сказать, мы носители на самом деле, мы, Согласен. ну, как бы несем ответственности за своих, хотя, говорят, дети за родителей не отвечают, но, так сказать, мы несем тот груз или ту ношу, которую взвалили на себя родители. Так или иначе, извините меня, но вот я помню от наших многие, так сказать, факты, так сказать, из жизни своих родителей. Они работали учителями, но в то же время, как бы, отец, поскольку воевал и несколько раз попадал в плен, он разведчиком был, он долгое время как бы ходил, как МГБ тогда называлось, и прочее, так сказать, и работал директором школы и ходил, так сказать, отмечался, но это, я не знаю, до 53 или 54 года продолжалось. То есть это так называемые фильтрационные лагеря знаменитые, которые... Нет, не фильтрационные, нет? Это нет. Ну, вот он работал в селе, в Курташках, в Атюревском районе, директором школы. Сперва преподавателем, а потом, так сказать, в другой школе, так сказать, директором школы. Не в Атюреве, а в Курташках. В Курташке он работал учителем. Так вот, он, работая учителем, воспитывая детей, 7-летняя школа была, он ездил, если район был в Атюреве, он в Атюревское МГБ ездил. Когда в Атюреве-то есть район, то нет района. То ездил в Тальбиево, так сказать. А извините, он, потому что на нем было подозрение или Именно подозрение. Вот это ужас, да. Вот да. В этом-то и дело. Что весь народ, по сути, частично назвали врагом народа. И как бы его врагом, я не знаю, так сказать, врагом народа его называли. В чем-то обвиняли. Да, всех ситуация такая, мало что бывает, ситуация такая, я не знаю, человек перешел на ту линию фронта, так сказать, разведки, так сказать, что там случилось с ним. Да, в других странах почему-то не считают, что те, кто из-за некачественного военного управления или и некачественной системы эвакуации попали в плен или некачественно, просто это всегда какой-то процент попадает в плен, но их не называют за этим, что вы там не застрелились. Ситуация такая, это только случилось. Тем более разведчик. Нет, ситуация такая, это случилось на самом деле в период, в истории как бы Советской России. Те, которые, так сказать, попадали в плен царской России, так сказать, царская Россия же вела, так сказать, те же самые войны. И там тоже попадали в плен и так далее. Такого не было. 1,2 миллиона, что ли, там в Первой мировой. Там такого их не не было. считали, что они там виноваты. Такого не было. Но, так сказать, вот тут идеологически, так сказать, как бы, вот... Ну вот все общество заставляли быть виновным, каждый в своей области. Кто в чем виноват? Даже, вот, понимаете, на самом деле политическая борьба, когда как бы оттуда выхолащивается духовность, и, так сказать, оно не связано, так сказать, нет нравственных оценок поступков. Ведь, в чем как бы вот, мерзость, так сказать, фашизма, мерзость тоже того воинствующего коммунизма или воинствующего атеизма. Так сказать, в том, что на самом деле вот, в пылу борьбы мы на самом деле все человеческое выбрасываем. Я имею в виду, вот, уже нет границ. Вот, так сказать, как бы наша борьба заставляет это течение там, идеологическое, или, так сказать, там, взгляды эти, так сказать, даже не течение, а просто взгляд какой-то. Вот их уничтожить. А часто, например, получается так, что невозможно, если не личность не уничтожить. То есть не человек ценность, а идея государства. Вот какая-то эфемерная идея становится, так сказать, превыше всего. Ну, я понимаю, есть святые вещи, такие, вот, Родина, ты родился здесь, как говорят, так сказать, здесь пригодился. Ну, ясно, есть отчизна, ну, извините меня, есть при этом как бы Родина и народ, с которым ты живешь, а есть еще государство, есть власть в этом государстве, они серьезно отличаются друг от друга. Общество строится на самом деле на основе морали,
А государство требует еще, так сказать, государство невозможно построить без закона. Там должна быть, как бы, если общество, мораль и справедливость, то государство это, может быть, в первую очередь закон, а не, так сказать, справедливость и мораль. Вот. А какие законы государство это принимает? Какие законы принимает эта власть? Извините, власть государственная, то оно и становится государством, что только оно имеет право, он только является, так сказать, носителем, обладает правом насилия. У остальных-то права насилия нет. Поэтому, вот, может быть, с какого-то момента, вот, так сказать, поскольку идеи становятся превыше всего, вот это насилие может, как бы, распространяется на все. И само государство злоупотребляет. Да, и начинается, так сказать, злоупотребление. И тут надо историкам. Вот у меня сейчас личный неприличный вопрос, если хотите не отвечать, Иван Иванович. А вот ваши родители, наверное, тоже, как и во всех семьях Советского Союза, скрывали правду от своих детей, чтобы те не проговорились и не нанесли ущерб ни себе, ни своей семье. Ситуация такая. Дело в том, что, как бы, могу сказать следующее. У меня и мама, и отец. Мама очень рано умерла, мне было 14 лет, отец умер, мне было 26 лет. Вот, как бы так особо разговоров, так сказать, про историю. Такие взрослые темы не удалось. Не удалось. Но могу сказать одно. Вот про прошлую жизнь, например, про войну, или, так сказать, и отец, и мать учились, так сказать, перед войной кончили техникум. Так сказать, отец в Полянское педучилище, а мать училась в Краслободске. Вот, значит, вот даже про это время обучения, так сказать, учебы в техникумах, разговоров фактически даже косвенно. Да, вот чтобы не задеть хотя бы. То есть, вот, как бы, вот, я не знаю, я не могу объяснить это почему. Сейчас, может быть, я могу предполагать, что это связано было с историей, о том, что как бы не проговорится, или может какими-то другими, или может быть был вообще не принято. Вот дед Семенович у меня есть, был, так сказать, по отцовской линии, как бы муж сестры, отцовской сестры, я дядя его, дед Семен звал. На самом деле я его дедушкой звал, у меня деда как бы не было, когда я рос. Отцовских родителей уже умерли, и отца родителей умерли, и мамины родители умерли. Вот. А я звал его дедом. Он тоже воевал, так сказать, инвалид войны и так далее. Когда, так сказать, у него была прострелена рука, и рука не двигалась, так сказать, сухая. Рука-то была, но она без движения, сухая. Вот. И детская, так сказать, как бы, а что, дедушка, случилось и так далее. Он чаще всего махал рукой, либо упал, либо еще что-то. Вот чем это объяснить? Так сказать, нежеланием вспоминать. Так сказать, просто, это действительно тяжелое же воспоминание. Или просто действительно что-то лишнее не сказать. Я не знаю, вот даже сейчас в неких как бы воспоминаниях встречается, что вот фронтовики, например, говорят, что фронтовики писали какие-то бумажки о том, что они не разглашать, так сказать, там, не будут разговаривать на эту тему или чего-то. Правда это была или неправда, я не знаю. Такие слухи тоже как бы ходили. Может быть, это наша придумка, я не знаю, может быть, кто-то придумал. Но вообще сам факт, что мы боимся вспоминать свое прошлое, уже это говорит о том, в каком состоянии находилось общество. Да, вот это, я даже не могу сказать, что это боязнь была. Дело в том, что на самом деле как бы, многие фронтовики, как бы, с точки зрения собственной, они их как бы боязливыми считать я не могу. Но вот что, еще раз повторяю, когда они, так сказать, что они при этом, чем они руководствовались? Собственной, так сказать, опять-таки, так сказать, как бы собственной жизнью, так сказать, или, так сказать, при этом еще включали весь ареал свой близкий, так сказать, семью, родителей и так далее. Может быть, они боялись нанести вред, так сказать, оценивали свои поступки,
так сказать, боясь нанести вред Последствия своих слов. Да, да, близкому своему окружению. Иван Иванович, да. Последнее наше пожелание, оно такое долгосрочное и по мере появления финансовых возможностей, просто как цель такая на будущее, что вот в уже найденных местах захоронениях останки, вот, допустим, у богоявленских родников 7 расстрелянных ям, около 700 останков, проводить бережную эксгумацию, перезахоронение с почестями, кому-то христианское перезахоронение, пробы генетического материала для того, чтобы в перспективе, в будущем определять личности, идентифицировать личности. И на одном из найденных, обнаруженных, выявленных мест захоронения возвести тоже, как в многих десятках городов России, мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий. Нет, ну эта идея, конечно, очень хорошая, но она как бы не очень дорогостоящая. Если мы хотим, так сказать, там, чтобы проводить, так сказать, вот, эксгумацию и еще и генетические исследования, вообще генетические исследования достаточно как бы и длительные, и дорогие. Это... Но через десятилетия уже дешевые будут. Не, ну, может быть, так сказать, наука как бы развивается и прочее. Но вот, конечно, это как бы, ну, тут возразить тяжело, это надо сделать. Но вот опять я считаю, что, так сказать, вот, понимаете, вот эти места расстрелов, на самом деле, они от жилья людского достаточно далеки. Ну вот мы построим, так сказать, тоже даже в том же Богоявленском, так сказать. Проведем туда дорогу хорошую, экскурсии будем туда водить. Вот, мероприятия ежегодно. Понимаете, на самом деле, так сказать, вот, вот на могилы на экскурсии не ходят, я бы так сказал. Но родные будут со всей страны вот приезжать. Ситуация такая. Дело в том, что многих, я не знаю, вот насколько сохранились, так сказать, есть ли, так сказать, вот в людской памяти, сохранились ли, вот, так сказать... Сайт создадим, списки, люди со всей России будут заходить, нет, увидят... Нет, я еще раз не против. Я еще раз хочу сказать, я не против этого дела. Да-да-да. Но вот я считаю, что в первую очередь, вот если вот брать вот это пожелание, в первую очередь надо создать материальное воплощение вот этого времени в людском каком-то месте, так сказать, там, где народ ходит, поминальный крест поставить, так сказать, или там, как это самое... церквушку поставить или еще чего-то, может музей какой-то организовать. Но это должно быть в доступном месте. И, так сказать, может быть, это и скверно звучит, ну, грубо говоря, рядом с магазином, чтобы вот магазин ходил, так сказать, или большой магазин, ну, чтобы люди ходили и видели, вот он не постоянно, но все время сталкивался с этим делом. Вот так ли часто будем мы ходить, так сказать, в этот Богоявленский этим самым. А вот если бы было, например, рядом... Вот музей, для этого да, и музей. Вот, чтобы, извини меня, идешь от, грубо говоря, от Ушакова к Никону, и где-то там столкнулся с этим памятником. То есть это часть нашей истории, мы ее не скрываем. Да, вот, она у нас в центре города. Вот, так сказать, это самое. Смотрите. Ну хорошо, идем, ладно, так сказать, идем от Никона, так сказать, к Ушакову, это более позднее. Пусть здесь вот на площади тысячелетия будет это, оттуда будем историю вести. Но где-то должно быть, так сказать, чтобы люди сталкивались с этим, чаще сталкивались с этим. И вот народ подходит к камню, так сказать, вот на площади тысячелетия, что-то читает. Ну, отложилось его в памяти, не отложилось, так сказать, ладно, но он читает там. Кто такие мордва, так сказать, где они жили раньше и так далее. Ну вот точно так же. Он посмотрел на это, так сказать, там крест, там церковь, или там еще чего-то. И, так сказать, как бы вспомнил, даже просто вспомнил, он прочитал. А турист увидит и поймет, как наше мордовское общество относится к своей памяти. И ситуация такая. Турист при этом, так сказать, будет как бы оценивать уже нравственную. Что здесь нравственные оценки в этом обществе расставлены. Нравственные оценки, так сказать, нашего народа или наших жителей Саранска или жителей Мордовии. Нет, вот то, что, так сказать, на самом деле вот эти вещи должны быть как бы
Они не должны быть, они не должны как бы противопоставляться развитию как бы общества самого. Вот, что это, вот это только мы при этом как бы на хорошее не обращаем внимания. Нет, это должно быть вместе с хорошим, показывать, что это мешало, иногда гробило хорошее. Вот. Это в нашей истории есть, и мы на это должны обращать внимание и как с точки зрения покаяния, и как как предохранитель. Предохранение этого от повторения этого. Предостережение. Предостережение. Да. Заканчиваем или что-то дополнить? Нет, еще? больше спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел лауреат Государственной премии Республики Мордовия в области науки и техники, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, научный руководитель 6 кандидатов наук, декан факультета математики и информационных технологий Мордовского государственного университета Иван Иванович Чучаев. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я не знаю, говорил сколько.